Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Insure. От этого слова происходит английское слово «страхование». Insure значит обеспечивать, гарантировать, ручаться. Страхование. Русское слово происходит от слова «страх». Разница колоссальная. О страховом бизнесе, о страховых компаниях, о страховании в Российской Федерации. Наш сегодняшний выпуск. Основные тренды сегодняшнего дня – это ужесточение требований к активам страховых компаний и сокращение их количества. Регулятор начал зачищать цифровой рынок еще в прошлом году. За 2015 год лицензии лишились 70 страховщиков. 9 февраля директор Департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации Игорь Жук заявил, цитата по РБК: «Почти 40% российских страховых компаний сейчас находятся в зоне риска. По его словам, 130 компаний из действующих 330 будут испытывать определенный прессинг со стороны Банка России. Но в конце концов действия Центробанка пойдут на пользу клиентам, уверены сами страховщики. Ужесточение требований способствует укреплению финансовой устойчивости страховых компаний, гарантирует выполнение ими всех взятых на себя обязательств и приведет к тому, что качество продуктов и технологичность обслуживания станут лучше». Как справляются с требованиями и трудностями ведущие игроки страхового рынка республики? Предлагаю вашему вниманию фрагменты записей 3 интервью с представителями страховых компаний. Росгосстрах медицина. Основное направление – обязательное медицинское страхование. На сегодня страховая компания должна внедрить пациентоориентированную модель страхования. Что это означает? Да? Это в первую очередь говорит о том, что мы как страховщики должны работать со своей базой застрахованных и вести этого пациента на... То есть не только в том случае, допустим, если он заболел, да, произвести оплату и прочее, а работать со здоровым населением, проводить, мониторить проведение диспансеризации работающего населения нашего страхового поля, контролировать проведение профилактических медицинских осмотров. То есть задачи самой системы здравоохранения, которая должна быть ориентирована все-таки на профилактические мероприятия. Прошлый год для компании был трудным, как и для многих, но продуктивным. Ей удалось нарастить определенную численность, ее поле увеличилось по сравнению с началом 2015 года. И несмотря вот на прогнозируемую тяжелую финансовую ситуацию, наша компания полностью рассчиталась с медорганизациями за оказанные услуги. И мы закрыли год, не имея задолженности. Проведено очень много разъяснительных и выездных мероприятий по крупным предприятиям, многие отдаленные населенные пункты, да, о том, это тоже является непосредственной функцией страховой компании, да, информировать людей о том, какие права есть и какие возможности предоставляются полисом обязательного медицинского страхования. Обычно мы сталкиваемся с тем, что работающее население, им вообще некогда, да, заниматься своим здоровьем, не обращаются в поликлиники и тем самым не осведомлены по поводу того, куда, за какими услугами и кто им оплачивает и предоставляет эти услуги. Есть такое мнение, что медицинская помощь у нас бесплатная. Но многие ли знают, что сейчас большинство финансовых потоков в здравоохранение идут через страховую медицину? Это говорит о чем? Да? О том, что расширились статьи расходов медорганизаций, и расширяется перечень, да, услуг, которые они предоставляют. Очень многие не знают, что включены санаторно-курортные учреждения в систему ОМС. Приоритет делается и на медицинскую реабилитацию, да, которая не на достаточном уровне вообще организована в субъекте. Помимо этого вступают частные клиники в систему обязательного медицинского страхования, поскольку это вот для них как раз-таки, как один из выходов из ситуации, скажем, такой, да. Помимо этого включаются и многие специализированные центры первого уровня, да, то есть я говорю там о микрохирургии, глаз, вот такие вот вещи, да, то есть люди не знают, что государством им гарантирована именно бесплатная медицинская помощь в этих организациях.
А вот честно, кто из нас знает, как часто мы имеем право менять страховую компанию? На самом деле 1 раз в год. В 2010 году, когда принимался новый закон 326 ФЗ об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации, именно эта норма этим законом и утверждена. Да? Почему? Потому что страховые компании на основании этого положения должны за вас бороться. Тем самым мы должны применять свои рычаги, которые у нас утверждены законодательно, к медицинским организациям. И тем самым эта система, она должна не просто вот получать деньги, да, а она должна вот работать. Работы требует от системы и президент Российской Федерации. В своем послании Федеральному собранию в конце прошлого года он отметил, цитата, «прямая обязанность страховых компаний, работающих в системе ОМС, отстаивать права пациентов». Конец цитаты. Компания «Сахамедстрах» оказывает широкий спектр услуг и содержит крупную филиальную сеть. Специализация компании – также обязательное медицинское страхование. Акционерное общество «Государственная страховая медицинская компания «Сахамедстрах» на рынке медицинского страхования работает уже более 20 лет. И наша вот безупречная репутация, заслуженная вот за 2 десятка лет в условиях Крайнего Севера, доскональное знание специфики региона и также расширенная филиальная сеть. Все это способствует тому, что якутяне доверяют нашей страховой компании. И на сегодняшний день в качестве своей страховой компании выбирают нас более 83% населения Республики Саха-Якутия и более 13 тысяч жителей Магаданской области. Основной функцией компании является финансирование медицинских организаций. В сложном 2015 году Сахамедстрах перечислил на эти цели более 17 миллиардов рублей. Из средств ОМС стали оплачиваться высокотехнологическая, скорая, паллиативная, медицинская реабилитационная помощь. Компания совершенствует вневедомственный контроль качества оказания медицинской помощи и защиты прав и законных интересов застрахованных в системе обязательного медицинского страхования. Так, за прошлый год мы провели более 100 медицинских экспертиз качества медицинской помощи нашими врачами-экспертами, это штатными врачами-экспертами и внештатными врачами-экспертами, которые входят в реестр врачей-экспертов Министерства здравоохранения Республики. На текущий год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования страховая компания заключила договоры на оплату и оказание медицинской помощи со 109 медицинскими организациями, в том числе с 37 частными и 7 федеральными клиниками. Хочу обратить внимание телезрителей, что страховые медицинские компании, реализующие обязательное медицинское страхование, работают по единому федеральному закону и работаем в одной системе ОМС. Поэтому наши страховые полисы ОМС Сахамедстраха действительно на всей территории России, и при наступлении страхового случая каждый может получить при необходимости определенную медицинскую помощь в медорганизациях России, работающих в системе обязательного медицинского страхования. В июне 2014 года единственным акционером Сахамедстраха стала РСК «Стерх», компания, входящая в перечень тех обществ республики, которые показывают стабильные результаты. Как компания «Стерх» адаптируется к кризису? Проведена значительная работа по оптимизации наших расходов. Мы на сегодня выступаем как группа компаний «Стерх» и «Сахамедстрах». Мы расширили тем самым по принципу одного окна, обслуживаем клиентов по широкому ассортименту, то есть начиная медицинского страхования и по всем добровольным видам страхования. А вы развиваете агентскую сеть? На сегодня мы видим, что розничное страхование имеет большой потенциал для роста. Соответственно, для развития розничного страхования необходимо развивать агентскую сеть, которая будет ходить по предприятиями, которые будут непосредственно взаимодействовать с клиентами, с физлицами. Соответственно, мы в этом году объявили у себя в компании годом развития агентской и филиальной сети. Соответственно, мы будем наращивать материальную базу и повышать мотивацию среди своих агентов и работников филиалов.
Какие продукты, предлагаемые вами, находящиеся у вас в портфеле, являются драйверами компании? Наблюдается снижение темпов роста страховых взносов. В прошлом году, позапрошлом году, если темпы росли около 10%, в прошлом году этот темп составил 5 всего лишь %. Но основным драйвером это был, конечно же, услуги по обязательному страхованию автогражданской ответственности. На сегодня в нашей компании страхуют страхование частных случаев, страхование имущества, дач от пожара. Вот в условиях паводка весной начинают страховать многие наши жители свои дачи, приусадебные хозяйственные постройки. И потом по окончании школьных начинаются лагеря, и родители начинают страховать детей от несчастных случаев во время нахождения их в летних лагерях. А такой вопрос. Какие, ну скажем так, необычные или не общепринятые продукты вам доводилось предлагать? Мы предлагаем и внедряем новый продукт как страхование предпринимательских и финансовых рисков. Для привлечения, то есть, заемных средств и кредитов мы выступаем как одним из гарантов и страхуем предпринимательские риски, что позволит на самом деле для наших предпринимателей привлекать заемные средства. Какие шаги по популяризации страхования, ну, вы назвали бы сейчас первоочередными? Когда мы уже приняли риск на страхование, мы уже должны, в случае страховых наступлений, мы должны своевременно выплачивать. Это наша миссия. И мы тем самым повышаем страховую культуру, и люди начинают уже верить, что страховка – это, во-первых, необходимость, и что это выгодно. Тем самым мы вклад в развитие, в рост страховой культуры. Мы за счет расширения той же агентской сети и именно качеством услуги мы популяризируем это направление страхования. У Виктора Пелевина есть такая фраза: «Жизнь очень странно устроена. Чтобы вылезти из колодца, нужно в него упасть». Можно вылезти самому, но сподручнее это делать с помощью страховой компании. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.